А теперь сюжет из нашей новой рубрики «Фурии русской революции». Наш сегодняшний персонаж прославился тем, что стал одним из самых кровавых за всю историю гражданской войны. Знакомьтесь, Розалия Землячка по кличке Демон. Дослужившись в советской властной вертикали до поста заместителя председателя Совнаркома, то есть вице-премьера, Землячка запомнилась участием в кровавой бойне в Крыму, которая была устроена большевиками в конце 1920-го, начале 1921 года. Портрет пламенной революционерки в материале Владимира Рудакова. Борясь за права рабочих и крестьян, сама Розалия Землячка не имела отношения ни к тем, ни к другим. Она родилась в Киеве в семье богатого купца Самуила Залкинда. Левыми идеями увлеклась в гимназии, по окончании которой отправилась учиться во французский университет. Последующие 20 лет, до октября 1917 года, ни дня официально нигде не работала. В этом ее биография схожа со многими известными большевиками. Впрочем, в личной жизни никаких излишеств, никаких любовных интрижек, вообще ничего личного, только революция. Ее редко снимала кинохроника, она была не публичной фигурой. Демон, таков был ее партийный псевдоним. Правда, писатель Александр Солженицын нашел для Землячки более точное определение – «фурия красного террора». Она полностью соответствовала тому определению революционера, которое дал в конце 19 века известный анархист Михаил Бакунин. В революционере должны быть задавлены чувства родства, любви, дружбы, благодарности и даже самой чести. Он не революционер, если ему что-либо жалко в этом мире. Он знает только одну науку – науку разрушения. Демон революции Землячка в полной мере оправдала это бакунинское определение революционера, когда вошла в состав Крымского ревкома. Осенью 1920 года ревком приступил к тотальной ликвидации тех, кто не успел уйти из Крыма вместе с бароном Врангелем. И Розалия Землячка вместе с венгерским коммунистом Белла Куном горячо взялась за дело. После бегства Врангеля в Крыму осталось несколько десятков тысяч бывших офицеров, солдат Белой армии, врангельской армии, чиновников врангельского правительства. Им предложили встать на учет в местных органах власти и зарегистрироваться. Дальше, значит, начали расстреливать, начались массовые расстрелы всех, кто встал на учет, просто по регистрационным спискам. Бойня шла месяцами. Смертоносное таканье пулемета слышалось до утра. В первую же ночь в Симферополе расстреляли 1800 человек, в Феодосии – 420, в Керчи – 1300 и так далее, писал историк Сергей Мельгунов, автор книги «Красный террор в России». Троцким была поставлена задача совершенно конкретная, что Крым должен стать советским, там должны быть истреблены все вот эти оставшиеся от старого мира, от белого движения, от всякого рода там контрреволюционных режимов элементы. Кто, как вот не Землячка, вот такие люди, как она, могли бы с этим справиться. Землячка в точности выполнила распоряжение Троцкого. Расстреливали всех подряд. Врачей, учителей, медсестер, больных в госпиталях, рыбаков, рабочих порта, бывших гимназистов, священников. На фонарях, деревьях в парках и даже памятниках висели трупы. Очевидцы вспоминали. Окраины Симферополя были полны зловония от разлагающихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Курсанты кавалерийской школы ездили за 1,5 версты от своих казарм выбивать камнями золотые зубы изо рта казненных. Причем эта охота давала всегда большую добычу. Говорят, что устав от бумажной работы, Розалия Землячка сама любила посидеть за пулеметом. В фильме «Служили два товарища» образ безжалостной большевички воплотила Алла Демидова. С классовым врагом она не церемонилась. К стенке и весь разговор. Расстрелять. Как вспоминал один из знавших ее большевиков, крайне нервная и больная женщина, отрицавшая в своей работе какую бы то ни было систему убеждения. В бытность товарища Землячки в Крыму буквально все работники дрожали перед ней, не смея ослушаться ее хотя бы самых глупых или ошибочных распоряжений. Однако расстрелами Землячка не ограничилась. Жалко на них тратить патроны, топить их в море.
Уничтожение приняло гигантский масштаб. Приговоренных грузили на баржи и топили в Черном море. По разным оценкам погибли от 30 до 80 тысяч человек. В книге «Солнце мертвых», написанной свидетелем крымского террора, писателем Иваном Шмелевым, обезумевший от голода доктор-химик создает свою собственную систему подсчета количества жертв в тоннах человеческого мяса. Только в одном Крыму за какие-нибудь 3 месяца человечьего мяса, расстрелянного без суда, 8 тысяч вагонов, 9 тысяч вагонов, 10 тысяч тонн свежего человеческого мяса, 120 тысяч голов. О землячке у Шмелева сказано коротко – зверь. Но Ленин и не думал прекращать кровавую вакханалию, ведь землячка воплощала в жизнь его слова о диктатуре, которая есть власть, опирающаяся на насилие и не связанная никакими законами. В инструкциях по террору Ленин писал: «Ищите людей потверже». В твердости землячки, которую он лично знал 20 лет, Ленин мог не сомневаться. Стоит ли удивляться, что землячка стала первой женщиной, награжденной орденом Красного Знамени? Сталин также ценил редкие дарования демона. Из всех старых большевиков она, пожалуй, дольше всех смогла удержаться в руководстве партии. Перед самой войной, когда почти всех ее товарищей репрессировали, Сталин поручил землячке новый ответственный участок работы. Ей предстояло вновь искать врагов. На этот раз внутри самой партии. Землячка работала в ЦКК, в Центральном контрольном комитете, который как раз занимался расследованиями всякого рода дисциплинарных проступков в рядах партии. Ведь из ЦКК вышел Ежов. И это люди, которые уже вот изначально ориентированы на поиск каких-то нарушений, на поиск врагов, причем даже, может быть, там, где их и нет. В начале 40-х ее назначают на пост заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР. Вице-премьер-землячка. Звучит. Землячка умерла в 1947 году. Ее похоронили по высшему разряду. Урна с прахом была замурована в Кремлевской стене. Удивительным человеком была землячка. Не уставала заботиться о людях. Работала, не жалея сил. Написала о ней советская печать. В честь пламенной революционерки были названы улицы и переулки во всей необъятной стране. В Москве улица Большая Татарская также была переименована в улицу Землячки. Историческое название улицы вернули только в 1991 году. Владимир Рудаков, Александр Федоров, Евгений Федоров. Аналитическая программа «Постскриптум». К сказанному надо добавить, что ни Никита Хрущев, который горячо осудил преступления Сталина, ни его последователи почему-то ни разу не осудили ни кровавый террор, задуманный Лениным и Троцким, ни его яростных исполнителей. Видимо, потому что в чудовищном рвении товарища Землячки и ей подобных и была, собственно, сущность большевизма.